Так, коллеги, ну что, начнем наш вебинар. Разрешите представиться. Владимир Пак, тренер филиала Центра педмастерства в городе Усть-Каменогорск. Вот, и сегодня вебинар будет посвящен исследованию урока, как этот подход реализовать в практике педагога. И давайте по нашей презентации начнем. Так, обращаю внимание на чат. Ага. Коллеги, давайте договоримся о правилах участия в вебинаре. Ну, они вам известны, но все равно еще раз повторим. Если есть идея, комментарий, включаем микрофоны. Если не участвуете в обсуждении, все-таки выключаем, чтобы не мешать проведению вебинара. Вот. И призываю вас к активности. Можно в чате напечатать, да, если есть комментарий. Можно включить микрофон и внести комментарий, вот, используя микрофон и видео. Так, ну что ж, сегодняшний вебинар будет посвящен следующим аспектам, коллеги. Разберем особенности сценариев проведения исследования урока и немножко поговорим об алгоритме исследования урока. Ну, это, конечно, будет небольшой ликбез. Я вижу знакомые лица, да, вот, знакомые школы. Я думаю, что еще раз повторить стоит, как провести на практике тот или иной вид исследования урока. Ну и особо хотелось бы обратить внимание на подходы к разработке вопроса исследования, потому что уже несколько раз мы проводим конференцию региональную по исследованию урока и исследованию в практике, и каждый раз возникают некоторые вопросы, да, как учителя формулируют эти вопросы, на что обращают внимание, что делают фокусом в ходе исследования. Так, я буду в какой-то момент обращать внимание на чат конференции, на чат вебинара. Так, продолжаем. А что несет в себе исследование урока, этот подход? Какие возможности он предоставляет как для учителя, так и для коллектива школы? Первое– это развитие умения навыка наблюдения. Вот это очень важный момент, потому что практика показывает, вот, что все-таки не всегда мы умеем наблюдать, не всегда мы обращаем на те критерии, да, на тот фокус, который мы определяли в начале, когда мы начинали свое исследование урока или исследование в действии. Так, что еще? Улучшать планирование, да, улучшать планирование и преподавание. И опосредованно это все влияет на качество обучения. Вот. Вот это очень важный момент. И третий уровень– это мы можем влиять на развитие культуры школы. Вот. А теперь, когда мы рассмотрели возможности, мы давайте посмотрим на те возможные сценарии проведения урока, которые мы можем реализовать в наших школах. Смотрите, коллеги, на что мы как бы удерживаем наше внимание, когда организуем исследование урока. Первый аспект– это на развитие наблюдательности наших педагогов. Вот. Второй аспект– это на улучшение обучения и преподавания. Ну и третий аспект, когда мы пытаемся воздействовать на развитие культуры школы. Вот. И исходя из этого выделяются три сценария. Первый сценарий– это когда мы ведем наблюдение урока. То есть учитель-исследователь вот, приглашает, или команда исследователей приглашает коллег на исследовательский урок. Вот. И чем отличается от простого как бы открытого урока этот подход? Тем, что заранее команда исследований или учитель-исследователь готовит чек-лист наблюдения, вот, ориентирует наблюдателей на группы учащихся, да, вот, ориентирует учителей на те навыки, которые он пытается сформировать на уроке, вот, и для этого он готовит обязательно лист наблюдения, вот. Вот это очень важный момент. То есть не просто пришли и наблюдаем за ходом урока, а мы обязательно готовим определенный чек-лист, который используют наши наблюдатели при наблюдении урока. Это первое. И второе, коллеги, очень важный момент. Мы обращаем внимание при наблюдении не на действия учителя,
Тем и отличается этот подход от обычного, да, открытого урока, тем, что мы в фокусе внимания держим не действия учителя, а то, что делают наши ученики. Вот, какие навыки они демонстрируют, вот, что они демонстрируют, да, то есть все, что в чек-листе отображено, на том мы обращаем внимание. И когда мы потом обсуждаем, коллеги, по этому сценарию, по окончании урока проводим обсуждение, очень важный момент. Все, что касается темы исследования, вопроса исследования, мы обсуждаем. То есть прежде чем начать от урока исследования, учитель всегда ставит исследовательский вопрос. Что выходит за рамки вопроса исследования, вот, это не обсуждается, коллеги. Вот это очень важный, еще раз повторяю, момент, потому что бывает так, что когда учитель-администратор после открытого урока, вернее, член администрации после открытого урока говорит, ну, давайте анализировать, мы начинаем, да, свои суждения, как бы мы по-другому провели урок, что бы мы по-другому использовали и тому подобное. Коллеги, мы подвергаем обсуждению, да, подвергаем анализу только то, что мы увидели, и то, что демонстрировали наши ученики. Вот это очень важный момент, и это важное отличие урока исследования от обычного открытого урока. Так, то есть, коллеги, смотрите, да, учитель-исследователь приглашает коллег на свой урок исследовательский, и перед этим ставит вопрос исследования, да, и подготавливает чек-лист для наблюдения. Вот, это первый сценарий. То есть здесь, коллеги, учителя, которые приглашаются на урок, отрабатывают навыки наблюдения. Это очень классный подход, когда команда управленческой школы может организовать определенный цикл таких исследовательских уроков с привлечением учителей, которые могут организовать такой исследовательский урок, и приглашать на этот урок коллег, чтобы они отрабатывали вот эти навыки, навыки наблюдения, педагогического наблюдения. Так, коллеги, второй сценарий. Когда мы уже в команде совместно улучшаем собственную преподавательскую практику. То есть мы совместно ставим вопрос исследования, мы совместно планируем, мы совместно наблюдаем и совместно потом в последующем улучшаем следующий план урока, когда каждый из нас в нашей команде потом проводит исследовательский урок. И мы в ходе этого исследовательского урока наблюдаем, делаем выводы, и когда обсуждаем, что мы увидели на уроке, мы вносим какие-то свои предложения, идеи для того, чтобы улучшить следующий план урока. Вот это очень важный момент. И здесь, коллеги, тоже аспект. Команда, команда несет ответственность полностью за качество проведения урока. То есть не один учитель, который проводит, он один планирует, один организует урок, один проводит его, да, и потом еще несет ответственность за качество проведения и то, что происходило на уроке. Мы все вместе планировали, мы все вместе обсуждали, вот, поэтому мы как команда несем такую командную ответственность за то, что происходило на уроке. Вот это очень важный момент, и это, опять же, отличие от практики открытых уроков. Так, ну и третий, очень сложный в проведении, но который тоже весьма и весьма эффективный в развитии культуры школы. Это третий сценарий исследования урока, когда все педагоги школы наблюдают урок исследования и потом участвуют в обсуждении. Участвуют в обсуждении этого урока. Вот. Коллеги, это не просто организованный открытый урок. Предполагается, что к нему идет такая большая подготовка. Ну, например, в течение четверти выбирается для всей школы один вопрос исследования, который затрагивает всю школу, один вопрос исследования. Вот. И группы, команды учителей разбиваются, да, на команды. Вот. И внутри этой команды тоже, исходя из этого вопроса исследования общего, формулирует свой вопрос исследования, который является актуальным, ну, для этой группы учителей. И весь педагогический коллектив, вся школа работает на этот исследовательский вопрос. То есть они внутри своих там ШМК, ШМО, каких-то педагогических команд проводят свои исследования урока, и потом только
из всех проведенных исследовательских уроков выбирается педагог. Вот, по окончании циклов исследовательских уроков выбирается педагог, который проведет один большой урок исследования на всю школу. И вся школа, все учителя приходят на этот урок и наблюдают. Вот, то есть, по сути, коллеги, мы все, получается, в теме, что называется, мы все прошли цикл исследования урока, и когда мы начинаем обсуждение, мы уже не только этот урок обсуждаем, мы а, предлагаем идеи и комментарии, которые касаются всей школы, потому что мы решаем один большой вопрос исследования, который касается всей школы. Вот. Поэтому этот сценарий, третий сценарий, очень хорошо как раз влияет на развитие вот, профессионального взаимодействия педагогов, когда мы ведем именно профессиональные беседы, когда мы не боимся взаимодействовать друг с другом, и когда мы решаем сообща одну большую проблему, которая касается всей школы, а не только меня как отдельного учителя. Так, коллеги, ну что, разобрались со сценариями. Теперь, коллеги, давайте немножко поговорим об алгоритме исследования урока. Классический алгоритм исследования урока вот у нас на слайде. Посмотрите. Первое – это, конечно, начало и организация командной работы. Первое заседание группы Lesson Study. Примерно численность этой группы от 3 до 6, можно и больше человек. Но ну, все равно классически важно, чтобы это было 3 человека. То есть очень важно, чтобы мы совместно обсуждали, мы совместно планировали. И 3 – это минимум, 3 человека минимум, чтобы эффективно организовать наблюдение урока. Вот. А потом дальше, коллеги, когда проведено совместное заседание, мы обсудили фокус, да, мы обсудили, какой вопрос исследования мы ставим. Вот. Мы переходим к следующей встрече, когда совместно планируем урок. Вот. Мы составляем план урока исследовательского, и следующий этап – это проведение самого исследовательского урока и наблюдение урока. Вот когда команда, один учитель проводит урок, а команда наблюдает. Вот. И здесь очень важный момент, что, опять же, у нас должен быть чек-лист для наблюдения, у нас должны быть выбраны ученики, за которыми мы наблюдаем. Вот. И потом, после урока, мы должны получить обратную связь от учащихся. Ну, классически это ученики A и B, C. Вот. Члены команды проводят интервью по заранее сформулированным вопросам. Да, формулировка вопросов зависит от, опять же, фокуса исследования, от исследовательского вопроса. Вот. Поэтому очень важно четко, грамотно, операционально как бы сформулировать этот вопрос. Вот. После проведения и получения обратной связи, да, после урока мы обсуждаем, мы собираемся на обсуждение, и вся команда, во-первых, делится тем, что они увидели на уроке, делятся результатами наблюдения. Опять же, да, мы демонстрируем свою наблюдательность педагогическую, вот, умение выделить существенные характеристики в соответствии с чек-листом. Вот, и это очень хорошо, опять же, повторяюсь, влияет на развитие педагогической наблюдательности. И умение, коллеги, кстати, анализировать, умение анализировать урок. Вот, после обсуждения мы планируем совместно следующий исследовательский урок для другого учителя по очередности, как мы договорились. То есть, коллеги, если мы по первому сценарию проводим, то группа Lesson Study может ограничиться. То есть мы провели урок, посмотрели, как работает тот или иной прием, навык или метод, вот, да, на развитие, на решение той проблемы, которую мы поставили перед началом, перед планированием исследования урока. Вот. Если метод работает, мы завершаем алгоритм этот, да, и потом делимся, как бы, обобщаем этот опыт, делимся и решаем, что этот прием можно использовать в дальнейшем и в других классах.
Вот. Это первое, если мы проводим сценарий. Если мы все-таки решили провести цикл, э, цикл как бы и серию исследовательских уроков, то мы проводим исследование урока по второму сценарию. То есть в группе мы для каждого проводим планирование совместное, и каждый учитель из этой группы проводит исследовательский урок. И мы каждый раз оттачиваем, да, метод, прием, мы каждый раз улучшаем план урока. Вот. И в конце концов смотрим, насколько те улучшения привели действительно к улучшению практики, да, образовательной в классе. Вот. Насколько они были эффективны для наших учеников, какое воздействие на учеников было тех или иных приемов и методов. Вот. И потом, опять же, да, мы когда провели полностью цикл по второму сценарию, мы делаем выводы, что да, действительно, эти приемы рабочие, и можно эти приемы и методы использовать не только в этих классах, но и в классах параллели или там всего, ну, как говорится, всей ступени школы. Вот, то есть это все зависит от того, какие классы, какие параллели были взяты для организации исследования урока. Вот, вкратце про алгоритм, коллеги, организации проведения подхода исследования урока. Это классика жанра, вот, поэтому вы видите, что ничего сложного в этом нету. Пройдя через все ступени и этапы данного подхода, вы так или иначе придете к определенным результатам. Вот. И вы видите, да, в чем отличие того же самого научного исследования, когда мы долгосрочно, да, планируем поисковый этап, экспериментальный этап обобщения. Это длится может 3 года, 5 лет. Вот. Вопрос исследования может уже, как говорится, не стать неактуальным, а мы все еще проводим это исследование. Вы видите, что, в принципе, это оперативно. Можно развернуть на короткое время исследование урока, вот, получить результат, описать его, вот, обобщить. И это все возможно через несколько циклов. То есть э, между серией уроков, 2, 3, 4, 5 уроков, это может занять там, месяц, может занять четверть. То есть все зависит от того, как договорились члены команды. Так, коллеги, посмотрю в чат, есть ли вопросы, есть ли комментарии. Так, мгм. Здесь... Так, продолжаем, коллеги. Спасибо. Ну и самое сложное, коллеги, в организации исследования, это сформулировать грамотный, хороший, эффективный вопрос исследования. И давайте посмотрим, как бы, что отличает классный, хороший вопрос исследования. Потому что от того, как мы сформулировали вопрос исследования, зависит и успешность исследовательской работы у педагога. Это, можно сказать, 70 и 80% успеха. Смотрите, коллеги, есть определенные критерии плохого вопроса исследования. У вас они на экране. Первое, он неприменимый. То есть, во-первых, он взят с потолка. Никакой связи с, например, научной образовательной литературой. Да? Или взят просто, учитель посмотрел у кого-то, да, и решил тоже использовать. Но при этом не учел, что у него совсем другие дети, совсем другой класс, совсем другие условия в школе. Вот, поэтому этот вопрос невозможно применить в рамках практики самого педагога. То есть поэтому он считается неприменимым. Неуправляемый. Неуправляемый – это когда слишком широкий вопрос. То есть вы сами иногда можете встречать такие вопросы или даже и тему исследования, когда ты начал читать начало этой темы, этого вопроса, а в конце ты забываешь, про что вообще как бы идет речь. То есть перегруженность, да, перегруженность словами, перегруженность формулировками. Вот. И сама проблематика такая широкая, очень широкая проблематика. Если мы говорим про практику учителя, то важно взять то, что действительно исходит из вашей практики.
вот, то, что является проблемой для вас конкретно, то, что вызывает у вас определенный дискомфорт, когда вы преподаете. И это и есть проблема, это реальная практическая проблема. А когда мы говорим о том, что вот мы прочитали какую-то тему и решили, вот возьмем тоже для себя, ну, это не придет ни к какому результату. Вот. Тема ради темы это не исследование. Мало содержательности и уникальности. Коллеги, вот не надо пугаться слова уникальности. Это не значит, что вы как какой-то научный сотрудник, научный работник, кандидат педнаук должны что-то такое найти уникальное, да, вот, какое-то очень научное. Коллеги, уникальность предполагает, что опять же, все исходит из вашего опыта, из вашей практики. То есть, коллеги, смотрите, слово уникальность предполагает здесь. Когда мы организуем исследование, мы должны понять, смотрите, вы берете какой-то прием, метод, да, или там технологию, стратегию, которую хотите использовать на уроке. Если эта стратегия, этот прием уже хорошо исследован. Никаких сомнений нету в том, что он очень эффективен. Так зачем же городить исследование? Огород городить, что называется. То есть вы берете этот инструмент и используете. Вот в этом контексте, коллеги, слово уникальность. Если есть какая-то батарея инструментов, которая не вызывает сомнений, что они хорошо работают, то и они будут хорошо работать и в вашем классе, то тогда да, это не исследование, это просто вы берете чужой опыт, да, чужой прием и начинаете его использовать, вот, и получаете соответствующие результаты. Коллеги, вот когда возникает вопрос, насколько будет эффективен именно в вашем классе этот прием, то есть вы не знаете, да, вот, вы его еще не использовали именно в контексте вашего класса, вот тогда и начинается исследование, вот тогда начинается вот как раз критерий уникальности. То есть это незнакомый для вас прием, вы не знаете, насколько он эффективен будет, вот, и насколько он будет полезен для ваших учеников. Вот как раз здесь и начинается исследование. Непонятный и сложный. А вот как раз мы говорили, да, когда про неуправляемость, критерий неуправляемости. Непонятный и сложный, это перегруженный, очень большая формулировка, непонятная. Когда вам самим непонятно, и когда вот как раз, когда мы для других читаем этот вопрос исследования, и когда у другого педагога к этому вопросу возникают, извините за тавтологию, вопрос, это значит, что он непонятный и сложный. Вопросы, которые вызывают вопросы, исследовательские вопросы, которые вызывают вопросы к формулировкам, уже нужно говорить о том, что его нужно оттачивать, дорабатывать, переформулировать. Ну и вопрос, тоже плохой вопрос, это когда он неинтересный. Это удобный вопрос, да, который связан с тем, что ну, надо исследование провести, и вы берете уже действительно известную идею, идея, опять же, уже хорошо проверенная, и просто как бы повторяете чужой опыт, но при этом для вас-то он ничего, никакой пользы не несет. Все понятно. Вот. Или какое-то скоро портящееся, вот здесь есть понятие, да, скоропортящееся увлечение. Когда какой-то есть модный какой-то прием, вы его один раз использовали, а потом, в принципе, он как бы такой одноразовый прием, что называется. Он в этом классе его много раз в силу того, что он очень простой, да, или когда для учеников один раз интерес зажегся, а больше, в принципе, его и не применить. Вот. И это тоже является показателем того, что это вопрос неинтересный, неинтересный. То есть, опять же, одноразовые какие-то методы использовать, или когда очень удобно, когда идея уже ну, идея уже понятна и ясна, как это все реализовать в практике, и здесь не требуется никакого исследования. Так, ну а теперь посмотрим, коллеги, на пример вопроса. Пример вопроса. И мы, посмотрите, да, здесь очень хороший вопрос исследования. Очень хороший вопрос исследования. И что делает его хорошим? Что делает его хорошим? Коллеги, смотрите, да, здесь четко отвечают на 3 вопроса. Какова проблема в обучении? Какой желаемый результат хотел учитель?
и какие инструменты он будет использовать для обучения. Вот. Чтобы получить желаемый результат. Здесь, смотрите, четко выделена проблема. Объективность самооценки школьников. А, Здесь педагог переформулировал проблему в желаемый результат, то есть он необъективность самооценки переформулировал в хотел бы, чтобы ученики научились объективно оценивать, проводить самооценку. Вот. И какой инструмент он выделил? Он определил, что будет использовать дескрипторы. Дескрипторы. В принципе, инструмент очень важный. Как раз он влияет не только самооценку, но и на взаимооценку. Умение оперировать дескрипторами для учащихся это как раз те подпорки, которые позволяют организовать развитие регулируемого поведения и саморегулируемого обучения. То есть этот навык очень важен вот в последующем. Это пример, коллеги, очень успешного, хорошего, эффективного вопроса. Только здесь бы еще что не хватает? Здесь каких школьников? Какого класса, какого возраста? Да? Очень важно. Так. Ну и если мы говорим про практику формулирования вопросов, здесь мы предлагаем, я думаю, что на курсах обновленки, на курсах уровневых вы знакомились, те, кто проходил эти курсы, вы знакомились с этим инструментом, инструмент рожок мороженого Саймона Браунхилла. Вот, здесь смотрите, коллеги, когда у нас четко понятно, то есть исходя из примера предыдущего, на предыдущем слайде, мы видим, да, что когда мы знаем, что мы хотим использовать, а, какой у нас желаемый результат, да, знаем, где мы будем проводить исследование, то есть какой класс, какие ученики у нас будут, мы можем легко сформулировать вопрос исследования. Вопрос исследования. То есть, смотри, здесь идет сам вопрос, как, какие и так далее. Потом, какой инструмент мы используем, да, какое воздействие мы хотим оказать, то есть, что изменить, где исследование будет проходить, ну и кто участвует. И для примера, коллеги, давайте посмотрим механику самой формулировки. То есть, смотрите, у нас есть ученики 7 класса, учитель биологии на уроках биологии хочет что-то изменить. Вот. А что он хочет изменить? Он хочет развивать критическое мышление. А через что? Через организацию исследовательской беседы. Через организацию исследовательской беседы. Почему исследовательская беседа и влияет ли она на развитие критического мышления? Мы знаем, да, коллеги, что виды беседы бывают разные. Выделяют основные три вида, да, кумулятивная беседа, беседа-дискуссия, диспут и истинная, да, исследовательская беседа. Если кумулятивная беседа – это просто беседа, когда мы можем беседовать бесконечно. Беседа-диспут – это когда мы все-таки какие-то дебаты проводим, да, когда сталкиваются мнения, сталкиваются идеи, вот, но не всегда беседа-диспут приведет к формированию нового знания. А вот как раз исследовательская беседа, когда кто-то вносит идею, потом кто-то даже, если немножко поспорили, но привели новые идеи, новый пример, да, новый контекст, и это все соединяется с той первоначальной идеей, и это приводит к возникновению нового знания, да, вот, новых идей, то это является показателем того, что действительно мы наблюдаем исследовательскую беседу. Вот. И поэтому, коллеги, это тоже очень действенный инструмент. И вот здесь пример, как можно сформулировать исследовательский вопрос. Как организация исследовательской беседы на уроках биологии повлияет на развитие критического мышления учащихся 7 классов. Вот. То есть, коллеги, смотрите, можно, конечно, переставлять местами, но механика понятна, да? То есть у нас есть, опять же, да, инструмент, у нас есть, где мы проводим, и у нас есть, на что мы хотим повлиять. То есть на тот желаемый результат, который хотим получить. Так, давайте еще раз посмотрим в чате. Мгм. Так. Коллеги, если есть вопросы, задавайте. Так, где-то у нас кто-то поднял руку. Коллеги, есть ли вопросы? Или вы просто так подняли? Так, продолжаем. Смотрите, давайте немножко попрактикуемся. Можете в чате написать. Вот у нас есть вопрос исследовательский. Как новые подходы в обучении
повышает внутреннюю мотивацию учеников. Вот, и здесь небольшие подсказки, да, есть проблема, желаемый результат и инструмент. Здесь они присутствуют, вот, коллеги. Смотрите, вроде бы красивый исследовательский вопрос, вот, но возникают определенные вопросы. Возникают определенные вопросы. Если они возникли, коллеги, давайте в чате можете написать, вот к чему возникли вопросы. Так, небольшую паузу сделаем, если есть идеи. Вот, IT-лицей, да, ага, объемная тема. Какие конкретные подходы? Спасибо, спасибо, отлично, отлично. Так, вы правы, действительно, во-первых, тема объемная. Что за новые подходы хотят использовать, да, наши учителя, команда учителей? Вот. И еще один вопрос. Так, есть в чате, наверное, комментарий, да? Мотивация слишком сложна для исследования в классе. Да, правда. Вот отлично. Да, мотивация. Что такое внутренняя мотивация? Тоже, если мы спросим у психологов, они сами копии ломают в понимании того и в исследовании того, что понимать под внутренней мотивацией учеников. Так, ага, ага, хорошо. Так, спасибо. Отлично. Смотрите, да, если есть вопросы, уже это значит то, что нам необходимо еще доработать этот вопрос. И давайте посмотрим, как его можно сделать, как его можно доработать. Есть хороший инструмент, коллеги, который называется детализация. Детализация. И давайте посмотрим, как можно детализировать внутреннюю мотивацию. Внутреннюю мотивацию. И здесь, смотрите, интерес к предмету может являться, да, одной из составляющей внутренней мотивации. Желание учиться тоже является составляющей внутренней мотивации. Готовность выполнять задания. Вот. Но даже и уже этот уровень детализации можно еще дальше детализировать. То есть, что подразумевается под интересом к предмету? То, что наш ученик может использовать дополнительный материал, да, то, что он берется за опережающие задания, это является доказательством того, или в поведении, что он действительно демонстрирует интерес к предмету. Желание учиться, это значит демонстрирует положительные эмоции в учебной деятельности. Вот. Готовность выполнять задания берется за выполнение разноуровневых заданий. Вот. Когда мы провели такую детализацию, давайте посмотрим, что же можно сделать с новыми подходами. А новые подходы, коллеги, у нас можно, ну, давайте гипотетически предположить, что мы, группа учителей, решили, что у нас в рамках новых подходов мы будем использовать, например, сотрудничество, да, педагогику сотрудничества и дифференцированный подход. Но, опять же, сказать, что мы используем дифференцированный подход, это значит ничего не сказать. Что мы в рамках дифференцированного подхода, он тоже очень обширный. Да, что мы будем использовать в рамках дифференцированного подхода? Задания разного уровня сложности, уже что-то более конкретное, да, и возможность, например, выбора заданий. Вот уже четко вырисовывается картина того, как можно, какой инструмент можно использовать, как и какой инструмент можно использовать. В рамках сотрудничества мы можем использовать работу в группах. Тоже вроде понятно, да, коллеги? Ну и теперь, когда мы провели вот такую детализацию, когда мы четко для себя поняли, все-таки что же мы конкретно будем использовать. И здесь, коллеги, смотрите, мы должны максимально разбивать до самой сути, доходить до любой формулировки, до до любого непонятного слова. Если мы организуем командную работу, командное исследование, каждый из нас в нашей команде, у нас не должно быть недопонимания того или иного слова и словосочетания и понятия. Вот. Потому что бывает так, что у нас формируется ложная идея о том, что мы все для нас все понятно. Вот. Если мы говорим про внутреннюю мотивацию, и вроде да, внутренняя мотивация, все соглашаются. А что мы подразумеваем? Когда ты спрашиваешь у педагога, а что вы подразумеваете под внутренней мотивацией? Один говорит, что это когда ученик себя
дисциплинированно ведет на уроке. А для другого учителя, это наоборот, когда он активен, когда для него главное не дисциплина, а когда человек тянет руку, выкрикивает там ответы и тому подобное. Вот это тоже является внутренней мотивацией. И тот, и другой прав, потому что если ребенок соблюдает дисциплину, значит, он пытается слушать учителя, да, чтобы лучше понять то, что происходит, то, что говорит учитель, то, что происходит на уроке. Вот, то есть это разные ипостаси одного и того же понятия. Но очень важно внутри команды прийти к единому пониманию, да, того, что должно происходить. Потому что нам в последующем нужно будет наблюдать, что происходит на уроке. И самый главный, коллеги, инструмент в диагностике, вот, когда мы делаем выводы о том, успешно или неуспешно прошел исследовательский урок, хорошо ли работал тот или иной прием и метод, это, конечно, самый главный инструмент — это педагогическое наблюдение. По тем конкретным критериям, по тем, что называется, чек-листам, которые мы с вами еще в дальнейшем будем разрабатывать. Вот. Так, коллеги, ну и вопросы после детализации. Это тоже игра с формулировками, и можно таких формулировок как бы наформулировать очень много идей, много вариантов. Вот. Это как пример, но это не образец для подражания. Как влияют дифференцированные задания на развитие учеников, например, интереса к предмету? Да? Как работа в группах влияет на вовлеченность учеников в учебную деятельность? Каким образом возможность выбора заданий повлияет на готовность учеников к их выполнению? Коллеги, смотрите, вот когда мы эти формулировки читаем, мы видим, да, что в принципе у нас есть инструмент, ну, например, вот второй, я думаю, что и даже третий, да, более удачный, скажем так. Работа в группах здесь есть, да, и влияет на вовлеченность учеников. Мы сможем как инструмент использовать работу в группах, да. Мы можем увидеть вовлеченность учеников в учебную деятельность, когда они в группах работают. Мы сможем это увидеть, да. А, Как возможность выбора заданий? Вот это более конкретно. Возможность выбора заданий. Вот это очень, это как бы ярко, да, то есть мы можем этот момент прямо организовать. А потом готовность учеников к выполнению мы можем отследить? Да, можем, то есть чисто поведенчески это будет видно, когда мы наблюдаем за нашими учениками. Вот. Так, коллеги. Мгм. И когда мы говорим о том, что должно быть в фокусе нашего внимания, когда мы формулируем тот или иной исследовательский вопрос, мы проходим по следующему алгоритму, коллеги. Смотрите, нам очень важно, я не зря в самом начале говорил, что нас волнует, вот даже эмоционально, коллеги, какой-то дискомфорт возникает во взаимодействии с учениками или во время проведения урока. Это нужно прям сформулировать для себя, что нас беспокоит, да? От чего мы испытываем негативные эмоции. Вот это и есть начало выявления проблемы. Вот. А что беспокоит в поведении учеников, да? Что беспокоит в том, как они осваивают ваш предмет, как они ведут себя на уроке. Вот это как раз является началом развертывания исследования любого педагогического, не только исследования урока, а вообще любого педагогического исследования. Вот. Когда вы сформулировали проблему, нам нужно будет подумать о желаемом результате. То есть, коллеги, нам нужно переформулировать, а что мы хотим? А что мы хотим-то? Вот. Чаще всего на урок, вернее, в аудиториях, да, учителей, учительских чаще всего звучит что? Ну вот, больше проблемы. Больше проблемы проблемы, меньше про желаемый результат. А вот это очень важный момент в науках, когда мы формулируем исследовательский вопрос. Очень важно думать не только о проблеме, но и переформулировать в желаемый результат. Вот. А что мы все-таки хотим-то от наших учеников, что мы хотим от своего преподавания, что мы хотим от нашей практики в классной комнате. Вот. И когда мы сформулировали для себя этот желаемый результат, мы уже подбираем к нему подходящий инструмент. И здесь, коллеги, очень важно, вот уже это говорил, если мы знаем, что вот этот инструмент, вот мы много приемов использовали, и они, в принципе, ну вот, если вы говорите о том, что вас это беспокоит, значит, вы много приемов уже использовали. Эти приемы, которые оказались как бы нерабочими, значит, про них даже не надо думать.
То есть, опять же, когда мы начинаем примерять, да, а вот давайте этот прием еще раз используем, тот прием, тот инструмент. Если вы уже в практике его использовали, значит, он не рабочий. Значит, не рабочий. Вот. От него нужно, его не нужно применять в данном исследовании. Значит, нужно использовать какой-то новый прием, а это как раз и литература, и, коллеги, что немаловажно, наши беседы друг с другом, наше взаимодействие. Вот это очень важный момент. Вот, когда мы подобрали подходящий инструмент, мы проверяем вопрос на выживаемость. То есть то, что сейчас мы проделали. Если вопрос вызывает какие-то сомнения, значит, мы должны переформулировать, мы должны максимально детализировать вопрос, да, то или иное понятие. Вот это очень важный момент. Вот 4 шага для успешного, хорошего, эффективного вопроса. И вот этот последний шаг, вопрос, вернее, этап как бы на выживание, проверки на выживание, тоже немаловажный момент, коллеги. Вот это очень важно. То есть бывает же такое, что, ну, мне нравится этот вопрос, нравится всем, вот, но если мы начнем его как бы проверять на выживаемость, но оказывается, что не очень-то он и хороший. Вот это очень важный момент. Ну и вот, коллеги, смотрите. Самое важное, что в вопросе исследования звучало использовались три вопроса. Что мы используем, то есть инструмент, какую проблему решаем, какой хотим результат получить, да, и контекст, где проводим исследование. То есть класс, ученики, какого возраста. Вот. И когда эти три составляющие конкретно мы проработали, у нас получится очень хороший эффективный вопрос исследований. Вот. И вы можете себя поздравить, что часть пути уже пройдена, и в дальнейшем чисто организационно по алгоритму исследования урока вы уже проходите вместе со своей командой. Вот, коллеги. Ну, а теперь про обобщение, да, где вообще можно обобщить результаты исследований. Немножко какой рекламы. Вот, мы проводим 26 марта в ВКО и в области Абай, ну, нас касается ВКО, да, вот шестую региональную конференцию, где вы можете обобщить исследования в действии результаты, да, и исследования урока. Вот. Формат конференции предполагает как аудиторный, то есть в стенах ниша, как всегда, традиционно мы проводим, вы можете защитить свою работу в секциях или представить постер, ну или онлайн, если это те, кто не может приехать, это отдаленные районы, села, да, мы предоставляем возможность поучаствовать онлайн, представить цифровые постеры и видеоролики, лайфхаки, исследования. Вот здесь, коллеги, требования презентации, да, 10 минут. Самое главное, чтобы это действительно актуальные и с хорошими, эффективными вопросами исследования были работы. Постерные презентации. Вот вы, в принципе, те, кто участвовал уже в предыдущих конференциях, вы знаете требования. Ну и лайфхаки исследования, коллеги, это лайфхак, вот ваш опыт, который является действительно лайфхаком. Вот вы считаете, что этот лайфхак помогает организовать исследование, провести исследование. Вот как раз вы можете даже просто на смартфон вот, в режиме реального времени его заснять, себя заснять, прокомментировать и потом послать нам. Вот. И вот примеры, коллеги, постеров. Вот еще один пример постера. Вот вы видите, что минимум фото, максимум содержания. Вот. И еще, коллеги, хотелось бы вас проинформировать, что 24-26 сентября вот, будет международная конференция WOLS, вот, которая пройдет в городе Астане. Вот. И если вас заинтересует участие в WOLS, то вы можете напрямую связаться с тренерами Центра педмастерства и получить более объемную, подробную информацию. Коллеги, вижу, что время вебинара исчерпано. Вот, будем завершать. Если есть вопросы, пишите в чат. Ага. Коллеги. Рұқсат болса, кешіріңіздер, мынаның записін алуға бола ма? Ортасында кәне қосылдық. Да, запись ведется, да. Наверное, будет размещена на портале. Қайдан алуға болады? Ссылкасын жіберсеңіздер. Коллеги, это уже центр Уркен, наверное, да? А вот на YouTube пишут, на YouTube.
Как ваше имя, отчество? Фамилия, имя, отчество? Пак Владимир Славович, тренер Центра педагогического мастерства. Пак. Владимир Славович. Коллеги, Ага. если вопросов больше нет, спасибо за внимание. Вот, всего вам хорошего вечера. Рахмет. И успешных вам исследований урока. Владимир До Сау свидания. болыңыз. Рахмет сізге, сау болыңыз. Спасибо большое. Рахмет, Спасибо. Спасибо большое. До свидания.